Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники аудиовизуального наследия. Этот памятный день был выбран Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2005 году для повышения осведомленности о значимости и рисках сохранения звукозаписи и аудиовизуальных документов. И о значимости этого дня, и о деятельности Национального центра Якутии мы поговорим с нашим гостем. Это Альбина Данилова, ведущий эксперт Национального центра аудиовизуального наследия республики. Альбина Степановна, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что ваша организация – это единственная на Дальнем Востоке, которая такая обширная. Как вы отмечаете свой праздник? Расскажите. Вы знаете, мы отмечаем его в рабочем режиме, причем усиленном, глубоко и осознанно. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я бы хотела немножко уйти в предысторию нашего учреждения. Дело в том, что вот вы заметили, действительно, наше архивное такое учреждение, как Центр аудиовизуального наследия, оно единственное на Дальнем Востоке, и создано оно в 1996 году по указу первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Надо отдать должное, глубокую признательность, благодарность этой личности за то, что вот он поддержал инициативу ветеранов, инициаторов Ивана Спиридоновича Жараева и Виссариона Андреевича Томского. Это аксакалы, известные кинодеятели республики, которые обратились к нему с идеей вот создания, аккумулирования, соединения в одно учреждение всех кинодокументов, которые производились и производятся сейчас, сохранить и систематизировать. И они создали вот нормативно-правовую базу. И мы должны еще поблагодарить народного депутата Илтумен Александра Николаевича Жиркова, благодаря которому у нас появился законопроект, который защищает нашу деятельность. Это закон об аудиовизуальном наследии республики, народов Республики Саха-Якутия. Это было в 2005 году. В те времена, когда, как говорится, страну лихорадила республику, когда было, земных проблем хватало, они думали о высоком, они думали о будущем поколении. Так вот, как мы отмечаем? Мы отмечаем по-разному и никогда не повторяемся. У нас каждый год проходятся вот в разных форматах выставки, экскурсии, презентации, выездные встречи с населением, с нашими партнерами, с людьми, которые пополняют наш фонд. И каждый раз формы разные. И вот особенно я хотела рассказать вот про вчерашний день. Он уже как бы у нас несколько дней длится праздник. Вчера был очень насыщенный день. К нам пришли известные деятели культуры, тележурналисты, Елена Андреевна Лебедкина, потом Алексей Амбросьев, известный писатель, сценарист, переводчик, Геннадий Тимофеевич Степанов, отличник народного образования республики. Они принесли самое сокровенное все, что свою коллекцию, свои фильмы, свои труды. И очень были трогательные их монологи. И мы даже уже, как говорится, с ними будем сотрудничать еще долго и долго, потому что они как бы пополнили золотую нашу коллекцию. Да. Но это очень здорово. Вы ведущий эксперт, и расскажите подробнее, в чем же заключается ваша работа. За такое короткое время я не могу подробно все детально объяснить, но вы знаете, наша работа, я всегда провожу такую аналогию, мы как золотоискатели, мы принимаем на экспертизу, вот после приема аудиовизуальных работ на любых носителях, после первичного отбора к нам приносят на экспертизу, и мы смотрим фильмы, исходные материалы, все что угодно, любительские работы, профессиональные работы, и определяем по критериям ценность для республики и интерес для Республики Саха-Якутия.
Масса интересных материалов. Вот как раз про интересные материалы Мгм. хочу следующий вопрос задать. Какие-нибудь есть уникальные кадры или видеоматериалы, какие вам запомнились, и можете Да, про них рассказать? вот надо сказать, что мы определяем критерии ценности ценные, особо ценные и уникальные. Официально у нас уникальными признаны 4 материала. Ну, о них мы уже рассказывали в предыдущих кинопередачах. Это известный тюркологический съезд, похороны Владимира Ильича Ленина 24 года, потом еще 200-летие Академии России и Тарын. Это фильм экспедиции Института мирзаведения 1939 года в Верхоянском Улусе. Но дело в том, что мы вернемся в сегодняшний день. Мы всегда в поисках вот этих уникальных, и даже в преддверии, в предвкушении. К нам не так давно поступила в фонд, была передана Национальным архивом Республики полная коллекция фильмов и материалов известного репортера времен 70-х, 80-х, 60-х годов Василия Кустуктурова. Там масса интересных материалов, и, возможно, в ближайшее время они будут доступны для нашего зрителя. А где, если что, можно посмотреть эти будут видео? Это на нашем сайте Национальный Центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Вы можете даже вот по ключевым словам: киноархив Якутии, кинофонд, кинохранилище, просто нажимаете Google, и всегда вы обязательно можете ознакомиться и увидеть вот такие прекрасные, бесценные материалы о нашей республике. И, пользуясь случаем, конечно, у вас такой большой праздник, поздравьте своих коллег, может быть, на камеру, и пожелайте что-нибудь такого хорошего. Вы знаете, когда я говорила о глубоко осознанном дне аудиовизуального наследия, я прежде всего хотела поздравить не только своих коллег, но и вас, творческую бригаду вашей передачи, всех телезрителей, всех жителей Республики Саха-Якутия. Дело в том, что мы все с вами и есть частичка составная этого большого, огромного аудиовизуального наследия. Мы творим и созидаем историю прямо здесь и сейчас, потому что завтра это будет уже вчера. Так что давайте трудиться и созидать качественно. Альбина Степановна, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Поздравляю вас еще раз с праздником таким большим. И хочется пожелать вам хорошего дня и хорошего настроения, чтобы ваш праздник закончился прекрасно.